Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 5 февраля. Это у нас с вами четверг. Смотреть будем на колоде «Цыганский пасьянс». Почему? Потому что день у нас обещает быть позитивным, радостным. Он у нас будет идти под арканом звезда. Это день, когда то, во что мы верили, то, на что мы надеялись, может наконец-то реализоваться. Поэтому могут исполняться мечты в этот день у каждого человека. Так что я думаю, что плюс-минус день будет такой более-менее позитивный. Так, будем смотреть на пасьянсе. Смотрим овны. Кстати, также еще звезда — это день, когда вот стоит больше внимания посвящать любимому человеку, сходить на свидание. То есть это вот день больше такой романтичный, любовный, для всяких любовных приключений подходит. Потому что звезды — это у нас романтика. Гуляние под звездным небом по вечерам. Ну, сейчас посмотрим, что нам еще карты покажут. Может быть, здесь будет не все тогда сладенько. Смотрим. Овны, 5 февраля, четверг. Овны. Сразу же якорь. Весы. О, вот она и выпала, это надежда. Главное значение карты звезда — это надежда. Корона. Сердце нельзя. Ключ. Угу. И вот она, это любовь, о которой я говорила. Тоже тут как тут. Так, и домик. Угу. Сейчас пробегусь, посмотрю еще. Горизонталь, вертикаль. Колокольчики есть тоже. О, шарики. Шарики есть. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Значит, смотрите. События на четверг. Первое. Якорь. Якорь это событие, которое говорит о том, что, возможно, в этот день у вас получится поставить точку, решить какой-то вопрос. И рядом, видите, надежда. То есть есть надежды на завершение чего-то. И, скорее всего, что все должно получиться. Надежды будут реализованы. Дальше. Сложный выбор может быть. Весы, ключ. Очень важный день. И все в ваших руках в этот день. Все вот будет так, как вы себе там задумали. Дальше. Пустые разговоры, болтовня, любовь. Время, проведенное дома в кругу семьи. Хорошие новости. И общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком в этот день. Может быть, опять же, надежды на решение, да, вот по ключу какого-то вопроса. Ну, и якорь может показывать, что в этом вопросе поставлена точка. Так что, видите, все события хорошие. И любовь тут есть, и в делах тоже надежды могут быть реализованы. Так что для вас день будет позитивным, овны. Смотрим дальше. Дальше у нас будут тельцы. Так, тельцы, поехали. 5 февраля, четверг. Тельцы, события дня.
Угу. Сразу же исполнение желания, цветочек. Одно, кстати, вот тоже из значений карты звезда. Это исполнение желаний. Видите, у вас как энергии совпали. Шарики. Тоже хорошее событие. Угу. Кровать. Тоже я об этом говорила в начале видео, что этот день это день любовных приключений. Вот вам, пожалуйста. Кровать и солнце. А по делам как раз цепь. Нерешенный вопрос. Победа. Будильник. Успех. Успех и победа какая-то будет. Розочку нельзя. Жаль. Она бы тут как раз была актуальна бы, розочка, к кровати и к солнцу. Так, смотрим, значит, здесь нет, нет. Машина еще есть. Так. Здесь нет. Получается, у вас в четверг будет исполнение желания. Вас ждут хорошие новости, интимная связь, радость. Ну, радость, счастье, позитив, поездка, успех, победа. Ну, это больше связано с работой, с делами. Может быть, есть какая-то важная там встреча, собеседование, конкурс. Тут хорошие карты, успех, победа. Дальше будильник показывает, что могут быть какие-то проблемки со временем. Встречи могут переноситься, откладываться, растягиваться. Вы можете там долго ждать, либо наоборот спешить. В общем, со временем будет беда. И вот единственный такой тоже моментик. Есть еще какой-то нерешенный вопрос один. Опять же, если мы посмотрим, где у нас ножницы по периметру, видите, выпали, то есть уже скоро будет решение этого вопроса. Возможно, для вас в этот день, допустим, придет информация о том, что этот вопрос решится. Просто не сегодня, а там вы будете понимать, когда. И для вас это и будет, да, этой победой. Хотя бы понимание, когда это все решится. Так что в целом, я считаю, день очень успешный. И в личной жизни, да, здесь, и успех, победа выпали в делах. Да, плюс еще исполнение желания, цветочек. Так что день классный. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, сейчас надо же так складывать, чтобы они у меня еще тут не повторялись. Так. Пятое февраля, близнецы. Четверг. Покажите мне. Близнецы, четверг. Якорь. Первое событие. Угу. Победа. Угу. Кровать. Так, ну вроде бы не вижу. У вас много событий выпали по диагонали, они меня сбивают. Смотрим, значит, периметр. Я не вижу периметр. Не вижу совпадений. Получается, я нашла 3 события. Но если вдруг вы что-то нашли здесь, еще видите какое-то событие, они, в принципе, в этой колоде они подписаны, можно посмотреть. Ну, либо можете в комментариях мне картинку описать, и я вам напишу значение.
Значит, выпали 3 события. Первое — якорь. Якорь может показывать, что в этот день, допустим, вы будете где-то находиться на одном месте. Да, вот полдня ничего там происходить не будет. Также еще якорь может указывать на завершение, точку в каком-то вопросе. Так тоже проигрывается. Тем более у вас выпала победа, да, какой-то результат, достижение какого-то результата, да, итог. И еще выпала интимная связь, кровать. Ну, я говорила в начале видео, что по звезде очень часто у нас этот день посвящен именно любви. Нам хочется на свидание, нам хочется провести время вместе, нам хочется вот этой теплоты, отношений, любви, романтики. Поэтому я не удивлена, что вот там знак, да, вот почти каждый знак выпадает или сердце, или кровать, или там что-то связанное с любовью. Так что вот такие вот события для вас. То есть у вас хорошо все и в делах победа, и в любви кровать. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. «5 февраля, раки. События дня». Четверг. Как пройдет день для раков в четверг, 5 февраля. Первое событие — корона. Эх, цветочек не получился из-за короны. А цыпленок тоже нельзя соединить. Весы. Цепь. Подарок. Сердце. Так, ну и смотрим, что у нас с вами по горизонтали. Вертикали, к сожалению, есть 2 меча. Конфликт, корона. Не очень хорошее сочетание. Так, смотрим. Здесь нет. Расческу нельзя. И здесь, значит, здесь нет карточек. Получается, у вас в этот день выпадает конфликт, и корона — это общение с каким-то влиятельным человеком, у кого есть статус, положение в обществе. Поэтому тут возможно конфликт, ну, например, там, с начальником, да, там, или с каким-то, не знаю, важным человеком, там, в какой-то госструктуре. Поэтому здесь вот предупреждение, можете поругаться. Дальше. Сложный выбор, либо весы еще могут быть сомнения. Да, когда вот мы как бы метаемся с одной стороны в другую, и рядом нерешенный вопрос. Возможно, здесь опять же сомнения по поводу решения какого-то вопроса возникнут. То есть будет казаться, что ну я его уже не решу. Все, да, такие сомнения. Дальше хорошие события выпадают. Подарок и общение с друзьями, дружеские какие-то встречи. Поэтому вот эти 2 события хорошие, эти 2 предупреждения. Нужно постараться избежать конфликта и, да, вот убрать вот эти все сомнения. Потому что все-таки это же день звезды, день надежды. Надежду точно терять нельзя в этот день. Опять же, вот эти события могут быть связаны. Допустим, не получается решить какой-то вопрос, и вы его пытаетесь решить силой, да, через конфликт. Может быть так. Но вот в этот день как раз лучше таким образом вопросы не решать. Подсказочка. Так, а сейчас я еще посмотрю ножницы. 1 половинка. Где 2? Не вижу. Не вижу. А, вот она. Слушайте, но они не так и далеко друг от друга, эти ножницы. Возможно, вот решение этого вопроса будет очень скоро. Может быть, там не в четверг, а в пятницу, там, или в понедельник, или в субботу. Но уже, вот видите, рядом, недалеко. Поэтому не надо сомневаться. По весам не сомневайтесь. Все решится просто, когда придет
свое время все будет. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Так, левушки, поехали, смотрим. 5 февраля. 5 февраля, события дня, львы. Угу. Чашечка чая первое. Событие. Колодец. Угу. Тайная встреча, свидание, гости. Сердце нельзя. Так, здесь есть еще у нас с вами ключик. Угу. Лавровый венок. Бокал. Ну, периметр я совпадений не... Ага, вижу периметр, колокольчик. Одно и есть. Значит, что у нас с вами выходит в этот день? Получается, первое событие – это чашечка, гости и застолье. Видите, выпало. Гости, застолье. Дальше ключ. Важный день какой-то может быть для вас. Такой особенный, отмеченный даже там в календаре, допустим. Еще ключ может показывать, что все будет зависеть от вас. Вот все, чего вы там себе не запланируете, не задумаете, все может получиться. Главное – это ваши действия. Все в ваших руках. И видите, рядом успех ложится. То есть успех в ваших руках. От вас зависит, будет он или нет. Дальше тайная встреча. Показывает, что еще может быть. Это выпали гости, тайная встреча. Возможно, вы в гости пойдете, не знаю, в тайне от кого-то. Пустые разговоры, болтовня, бокал. Опять же, скорее всего, это гости, да. Посиделки какие-то с разговорами. И мне не нравится одно единственное событие выпало здесь негативное. Это колодец, глубокая печаль. Вы можете быть чем-то расстроены очень сильно, опечалены, но рядом нет событий. Видите, вот прям пустое поле такое. Возможно, это часто проигрывается таким образом, что это не связано с вами. Да, вот эта печаль, допустим, там вы переживаете за кого-то, за коллегу, за родственника, за ребенка, не знаю, за какую-то ситуацию там в стране, в городе вашем. Вот иногда так проигрывается. Когда эта печаль глубокая, но она быстро проходящая, потому что она не привязана к какому-то событию, ну, лично вашему. Поэтому так. Ну, в общем, не знаю, какая-то, может быть, за разговорами какая-то тема подымется, и это будет печаль. То есть тут как бы сложно сказать, когда это конкретно будет и с чем связано. Ну, вот такой, к сожалению, один негативный моментик есть, львы. Благодарю за внимание и переходим мы дальше к девам. Сейчас будем разбираться с девами. Девы. 5 февраля. Девы, события дня.
Так, Девы, смотрим четверг, каким он для вас будет. О, сразу мешок с деньгами выпал. Первое событие. Свиток. Угу. У вас, видите, все про дела. Дела и деньги. Угу. Ничего про любовь. Так, сейчас посмотрим еще, что тут по горизонтали. Вертикали чашечку нельзя. Есть еще тайная встреча и деньги. Так, смотрим, да. О, солнышко есть, хорошо. Так. Дальше смотрим. О, корона тоже есть. Корона. Ну, и здесь я не вижу совпадений. Получается, что у нас с вами выходит 6 событий. Первое событие было деньги. Ну, здесь как доходы, так и расходы могут быть. Допустим, могут быть какие-то покупки, проплаты. Тут я вам не скажу. Какое-то событие, связанное с финансами. Дальше тайная встреча, успех в делах, и выпадает деловая встреча. Деловая встреча, корона, скорее всего, деловая встреча с каким-то важным человеком, влиятельным. Успех. Ну, то есть, скорее всего, что она пройдет успешно. Встреча, человек, успех. И радость выпадает, ваша радость. Ну, возможно, из-за того, что здесь все хорошо получилось, успешно. Может быть, даже для вас это будет и плюсик по деньгам, да, из-за того, что встреча пройдет успешно, ну или какое-то там событие. Может быть, вы что-то даже и получите с этого, какие-то деньги. Ну вот у вас все про дела, видите, выпало. Обычно как-то вот у нас под арканом звезда больше идут такие романтические события, всякие там свидания, любовь, морковь. Ну, у вас день будет именно успешный в делах. Благодарю за внимание и переходим дальше к весам. Весы, 5 февраля, события дня. Так, весы, поехали, смотрим. Четверг для вас. Цыпленок. Ножницы. Конверт. Змея. Колодец нельзя соединить. Бабочку нельзя соединить. Метла. Ссора со змеей. Колокольчик. Тут видите еще одно событие. Это цепь. Нерешенный вопрос. Но я колокольчик увидела. Если вы увидели цепь, тогда у вас она будет проигрываться. Ай, расческа, неприятность. Ну, возможно, неприятность это вот эта ссора.
Так, ну и, конечно, проверяем горизонталь, вертикаль. Смотрим. Дерево нельзя. Так, можно якорь. Корону нельзя. И там, значит, я совпадений не вижу с краю. Получается, у вас в этот день выпадает решение вопроса. Поэтому даже если кто-то увидел цепь, видите, нерешенный вопрос. Вопрос в любом случае решится. Ножницы выпали. Конверт — это получение. Очень часто получение новостей, либо какого-то, может быть, документа. Получение, значит, забота, уход о ком-то, цыпленок. Пустые разговоры, болтовня. Неприятность, ссора, общение со змеей. Это с человеком, у которого длинный язык. Ну, я так понимаю, что это будет неприятность, вы будете ругаться. Скорее всего, что-то вам скажут, а вы ответите. И также еще выпадает якорь. Якорь — это возможность поставить точку, что-то доделать, закончить. Поэтому, не знаю, то ли это с этими вопросами будет связано, решение вопросов, да, как результат, якорь. То ли, может быть, еще, знаете, какой намек по якорю. Неприятность, якорь, нужно остановиться. Да, вот если это ссора и змея, неприятность, то карта говорит: остановись, прекрати, да, отвечать, и, возможно, не будет этого ссоры, не будет конфликта. Поэтому, может быть, здесь вот как раз такая подсказка в якоре. В общем, такие события для вас. Из предупреждения неприятность, ссора на четверг. Благодарю за внимание. Переходим к Скорпиону. Скорпионы, 5 февраля. События дня, Скорпионы. Четверг. Как пройдет четверг у Скорпионов? Покажите мне. Угу. Первое событие — бокал. Колодец есть. Ага, тут видите, болезнь, печаль связана с болезнью. Так, и проверяем горизонталь, вертикаль. Есть лебедь, верность. Ну, я говорила, что под арканом звезда у нас как раз очень хорошо проходит день в личной жизни. Все вот события связаны с личной жизнью. В основном идут. Так, и здесь нет. Значит, получается, я нашла у вас 4 события. Первое. Вот еще есть успех. Не увидела сразу. Значит, первое, то, что я увидела, это бокал. Это застолье, посиделки. Где-то с кем-то хорошо посидите. Дальше верность. Гармоничные отношения в паре. Возможно, это вот вместе с любимым человеком, если есть. Дальше, значит, верность, любовь, глубокая печаль, разочарование, связанное со здоровьем. Поэтому тут вот здоровье под таким, знаете, восклицательным знаком в этот день. Нужно особое внимание. И успех в делах. Поэтому все хорошо в любви, в делах успех. Главное тут вот по здоровью быть внимательным и осторожным. Потому что могут быть негативные эмоции с этим связаны. Опять же, это может быть не ваше здоровье, а здоровье близких, как вариант. Оно может так проигрываться. Либо какие-то болезненные процедуры, допустим, могут быть. Просто что-то будет сильно болеть в этот день. Да, допустим, боль. И, соответственно, из-за этого нет настроения. Колодец.
Так что, скорпиончики, здоровье надо беречь. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 5 февраля. Четверг. События дня, стрельцы. А что такое? 5 февраля, стрельцы, четверг. Угу. Первое событие — замок. Так, цыпленок, либо, можно и то, и то. И цыпленок, и месяц. Змея. Тоже тут рядом с цыпленком. Колокольчик. Шарики нельзя. Машину нельзя. И интимная связь еще последним событием выпадает вам. Так, а теперь проверяем горизонталь, вертикаль. Конверт. По горизонтали ничего не вижу, по вертикали конверт. Чемодан. Так, смотрим дальше. И больше не вижу. Получается, в этот день у вас может быть открытие какой-то тайны. Дальше. И разговоры рядом выпадают. Разговоры, болтовня, открыть, кто-то что-то проболтается, расскажет. Дальше будет забота, уход, о детях, возможно, там, родителях. То есть я о ком-то забочусь. Цыпленок часто показывает, что есть кто-то, кому нужно мое внимание. И, кстати, выпадает рядом месяц. Возможно, это даже какая-то периодичность в этом есть. Цикл какой-то, да, вот. Уход за кем-то, и это в этом есть цикличность. Дальше змея, общение со змеей, с человеком, который может язвить в этот день. Может быть, это ребенок, да, который может там вести себя так. Дальше получение в этот день будет, конверт. Будет временная разлука, расставание и интимная связь по кровати. Вот такие события. То есть получается, у вас из минуса только змея выпала. Все остальное плюс-минус нормальные события. Так что, стрельцы, такая информация для вас. Опять же, змея тоже, она не всегда плохое событие. Иногда это просто человек, там, доктор или по году рождения змея. Да, как бы свой яд в нашу сторону не отпускает. Так что, может, у вас проиграется змея, просто человек. Благодарю за внимание. Стрельцы, перехожу к козерогам. Козероги, 5 февраля. События дня. Четверг, 5 февраля. Флаг.
сердце. Угу. Маска. Бокал. Расческа. Предупреждение. Ну, тут, в принципе, у вас их даже два. Расческа и маска. Два предупреждения на четверг. Домик. Может быть неприятность конкретно в доме у вас. Обман. Кто-то будет обманывать вас дома. Так, и змея еще выпала. Значит, смотрим. Горизонталь, бабочку нельзя. Нет, нет, нет. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу совпадения. Получается, у вас в четверг общение с друзьями, посиделки, застолья. Победа – это в делах, в работе. Может быть какой-то хороший результат, победа, достижения. И, кстати, змея может быть зависть еще, как вариант. Змея, зависть, либо общение с каким-то человеком, у которого длинный язык. Неприятность, дом, обман. Но опять же, неприятность может быть не обязательно дома. Это я так говорю, потому что рядом выпали. Возможно, дома будет там просто, да, вот общение с друзьями, все хорошо, а неприятность и обман будет где-то в другом месте. Поэтому давайте не будем привязываться к дому, да, потому что вдруг так не проиграется у кого-то. Ну, имейте в виду, что неприятность, обман, может быть, вас могут обмануть. Опять же, змея – это чаще всего как раз и есть вот эта хитрость, лезть, когда мы пригреваем змею на груди. Вроде как человеку доверяем, а нельзя, потому что он находится в этой маске. Так что для вас однозначно, козерожки, на четверг предупреждение. Вам надо вот вычислить этого человека в маске, кто там прикидывается вам другом или хорошим приятелем. Благодарю за внимание и перехожу к водолеям. Сейчас посмотрим. Так, водолеи. Поехали. 5 февраля. Водолеи. Ой, четверг. События дня водолеи. Как для них пройдет этот день? Ух ты, сразу солнышко выпало у вас, как хорошо. Также книга. Угу, победа. Тоже хорошо. Казенный дом, победа. Если в этот день у вас какие-то важные дела в госучреждениях, там в судах, в какой-нибудь там налоговой, по работе, может быть, то видите, будет победа. Подождите, две карточки схватила. Змея. Опять же, змея — это может быть зависть к вашей победе. Зависть, интриги вокруг. Так, домик. Время, проведенное дома, в кругу семьи. Сомнения, выбор. Опять же, со змеей может быть связан. Сомнения. И поехали, смотрим. Есть еще также друг. Так, смотрим здесь еще. Свиток нельзя соединить.
Здесь нет, а здесь нет. Получается, у вас в четверг выпадает первым событием большая радость, солнце. Точно будет ощущение счастья в этот день. Выпадает победа в работе, в делах. Выпадает посещение госучреждения, казенный дом. Дальше общение с друзьями, события в семье, ну или какие-то действия, связанные с вашим домом, семьей. Может быть, там друг придет в гости. Какой-то вот из предупреждения. Сложный выбор будет, весы, вы будете сомневаться. Сложный выбор. И второе предупреждение — это змея. Общение со змеей. Ну, опять же, тут знаете, как змея, не всегда это плохо. Потому что иногда это просто человек такой по своим характеристикам. Там острый на язык. А мы, допустим, с ним просто общаемся. Это наш друг. Да, вот к нам приползает в гости друг, змея, и там мы что-то обсуждаем, и, допустим, там стоим перед каким-то выбором. Поэтому змея тут как бы 50 на 50. Это может быть и неплохое событие. Так что это только уже будет понятно, когда день пройдет. Также водолеи. Значит, важная информация для тех, кто родился 5 февраля. У кого день рождения, у вас год будет идти под арканом звезда. Шикарный год просто вот наступает у вас до 5 февраля следующего года. Это год исполнения желаний. Это год, когда вы можете стать звездой, стать как бы видимыми для других людей. Очень хорошо, если вы хотите стать там блогером там, или артистом, актером, то вот в этот день, или вы, допустим, занимаетесь актерской деятельностью, то вот как раз в год звезды вы можете засветиться, о вас могут там говорить и так далее. Поэтому год очень классный, хороший год. Год такого, знаете, восстановления, потому что перед этим же шел год башни, это год тяжелый. И вот как раз год звезды — это когда мы после этой башни немножко приходим в себя. Так что для вас вот наступает классный год. Благодарю за внимание, Водолей. Переходим... Ой, это ж нельзя. Уже решила собрать все камешки. Этот пока нельзя. Тут прикрываю, у нас обнаженная женщина. Чтобы YouTube потом на меня не ругался, что я показываю обнаженные карты. Приходится закрывать. Так, ну что, рыбки, поехали. Смотрим информацию для вас. 5 февраля, четверг. Так, смотрим, каким будет четверг для вас. Сразу же выпадает книга «Казенный дом». И кровать. Интимная связь, казенный дом. Очень интересно. Деньги нельзя соединить. Домик. Чую, что-то есть, а глаза не видят. Домик есть. Угу. Замочек. Корона. Это, кстати, тоже корона может к казенному дому относиться, это событие. Угу. Дерево. Так. О, есть еще сердце. Это друзья. Здесь нет. Также, смотрите, есть бабочка. Да, так что будет у вас в госучреждении какой-то разговор. Деловое общение выпало. Также есть роза, свидание. Приглашение, свидание. Кстати, тайна. Возможно, в тайне от вас вам кто-то какой-то сюрприз готовил, а вы даже не догадывались. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, что выпадает вам здесь. Выпадает сразу же первым событием казенный дом. Это может быть госструктура, госучреждение. Это может быть, кстати, ваша работа. Это может быть школа. Это может быть суд. То есть любая какая-то структура.
Тут же рядом выпадает деловой разговор, ну, соответственно, скорее всего, там. И выпадает корона. Это обычно вот эти все влиятельные люди, статусные. Я думаю, что это тоже вот относится сюда, к казенному дому. Разговор с этим человеком в госучреждении. Рядом интимная связь. Ну, это просто так, скорее всего, совпало. У вас тут из романтики выпадает свидание, кровать. Поэтому все хорошо в личной жизни. В делах разговор, потом встреча с друзьями, приглашение. Опять же, приглашение, возможно, на свидание. Событие какое-то дома, может быть, домашние дела, дом еще выпал. И плюс откроется какая-то важная информация, которая до этого была от вас скрыта. Вот вы в четверг узнаете, что-то прояснится для вас. Это будет связано с личной жизнью, свидание, или это будет связано с работой, тут как бы непонятно. Может быть, друг что-то расскажет интересное. В общем, еще какую-то тайну узнаете. Так что у вас классный день. Все хорошо в личной жизни, какой-то разговор в делах и открытие информации. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.